Казанский международный фестиваль имени Карима Тинчурина не предусматривает соревновательности, поэтому все участники получили памятные награды. А самое главное – критику самых строгих театроведов Москвы и Санкт-Петербурга. Как рассказала режиссер спектакля «Кролики и удавы» Мадина Аргун, для нее было важно получить адекватную и непредвзятую оценку специалистов. Разговор строится не на уровне «мне понравилось, а мне нет», а на уровне разбора спектакля, как вот Цария сказала, о каких-то минусах, о каких-то просто плюсах, которые какие-то очень есть мои личные какие-то моменты, которые ни с кем, наверное, не поделюсь, но те моменты, которые критики увидели. Спектакль «Кролики и удавы» в Казани шел с синхронным переводом, но, по словам актеров, зрители хорошо воспринимали игру и без русской озвучки. Очень многие снимали даже наушники и слушали. И потом одна из критиков сказала Мадина, если помнишь, она говорит, Фазиль до такой степени знаком российскому зрителю, она говорит, извините, пожалуйста, но мы считаем, что Фазиль Искандер наш писатель, а не абхазский. Даже сакцентировали, там был этот момент. Но насчет того, что языковой преграды нету. Самое главное, нести надо свое. Среди зрителей были представители абхазской диаспоры. Из 9 живущих в Казани абхазов на кроликов и удавов пришли 5. По словам Мадины Аргун, было интересно выступать перед зарубежной публикой. Это, как рассказывает режиссер, вызывает совершенно другие эмоции, по-другому влияет на самооценку. А наш зритель ведь очень доброжелательный. Понимаете, наш зритель, в принципе, не показатель, наверное, не оценщик каких-то потому что мы очень все друг друга знаем, все друг с другом хорошо общаемся, все друг другу друзья. Даже если мы враги, мы делаем вид, что мы друзья. А это мы поехали абсолютно к чужим людям, понимаете, мы были, извините за такое выражение, но голенькими перед ними. То есть только наш спектакль. Они не знают, кто мы, откуда мы, сколько мы там проработали, кто заслуженный артист. Да? Ничего они этого не знают. А они пришли и просто смотрят нашу работу. На вопрос о том, нужна ли профессиональная критика абхазским театрам, Мадина Аргун ответила, что критика нужна всем театрам. Но в Абхазии к этому не готовы ни служители театра, ни публика. Театральная критика, она полезна в том случае, если режиссер ее принимает. Я не знаю, как возможно в Абхазии это сделать, потому что все мы очень амбициозные, все мы знаем больше другого. Я не знаю пока, как в Абхазии это сделать, но, конечно же, в здоровом обществе критики, я не знаю, театроведы. Сегодня нет даже человека, кто писал бы историю абхазского театра. Она ведь не закончилась в 1985 году, да? С большой благодарностью Мадина Аргун обратилась к Министерству культуры за возможность стать участником международного фестиваля. И с некоторой обидой заметила, что режиссер с ее стажем работы лишь впервые вывозит свой спектакль за рубеж. На ее взгляд, как можно большему числу режиссеров, актеров, да и вообще людей, имеющих отношение к искусству, должны быть доступны возможности участия в событиях международной театральной жизни. Мне 42 года, я в театре работаю 20 лет уже, и ни разу у меня не было возможности выехать на фестиваль. Надо продвигать, наверное, не каких-то одного человека или кого-то. Надо всех пробовать. Спектакль «Кролики и удавы», по словам участников пресс-конференции, получил достаточное количество профессиональных советов, которыми они, возможно, воспользуются. А это значит, что в спектакле появятся новые оттенки и звучания. Будет это так или нет, способ проверить один – сходить на спектакль и увидеть все своими глазами. Марианна Котова, Раму Камкия, Абаза ТВ.